Как вы думаете, почему большинство умных людей, обладатели многих дипломов, в жизни не становятся успешными? Как вы думаете, кто успешный человек и что для вас быть успешным? Кто мне скажет? Много зарабатывать. Я знаю. Я отвечу. Быть успешным значит иметь финансовую свободу. Проще говоря, много зарабатывать. Быть образчиком для других. Мотивировать своих последователей личным примером. Ставить перед собой значимые цели. И очень важно достигать их. Неизбежно стремиться по карьерной лестнице. И пользоваться безоговорочным авторитетом. Да. И, конечно, быть востребованным. Но ко всему вышесказанному существует одно «но». Маленькое, но очень значимое. Но при этом человек не должен быть мошенником. Какой мошенник? Давлатов Саидмурат Раджабович, вы задержаны по обвинению в мошенничестве. Я требую все выяснения. Я майор Мимбаев, вот мое удостоверение. Вам следует пройти с нами для выяснения всех обстоятельств дел. На вас поступило заявление. Какое заявление? Совершение мошеннических действий. Пакуйте его. Как же наши деньги? Деньги нам кто? Я требую выяснения. Все в свое время узнаете. фурӯ рафтан ба вартаи ноумедиҳо бароям ғайриинтизор ва гарон буд. дар як лаҳза ман аз ҳама чӣ маҳрум шудам. натиҷаи заҳматҳои чандинсолам дар пеши чашмам мисоли ҳубоб нопадид шуданд. даҳшатбор бароям аз даст додани боварӣ буд. зеро аз даст додани боварӣ кори осон аст, аммо дубора ба даст овардани он кори сангин. имтиҳони навбатии қисмат имтиҳоне барои ба даст овардани инсонияти ман буд. инак бозам аҳволам бад аст. ҳар гоҳе дар чорроҳаи қисмат муваффақ ва ё гумроҳ мешавам, назди ин харак меоям. дигар ин ҷо чорроҳаи зиндагии ман шуда. акнун ман бояд чӣ кор кунам? Как это может быть возможно? 174 человека доверили ему свои средства в сомнительную авантюру, и ты этого не заметил? Он подкупил администратора и бухгалтера. Хорошо, что хоть бухгалтер призналась во всем. Спасибо большое. А ты где был, а? Как в Бишкеке, почти в то время меня не было. Я же им доверял. Саид, что значит доверял? Ты говоришь как ребенок. Это же бизнес. Херболь, откуда знаешь, что он их подкупает? Я же с ними давно работаю. Так, у нас нет времени причитать. Надо решать проблему. Сумма ущерба? Тебе ее озвучили? 1 846 000. Долларов? Долларов? Вот же гад, а. Я никогда ему не доверял с самого начала.
Выйди, поговорим. Оскар, что тут происходит? Ты мне должен. И ты это знаешь. Счетчик включен. Из-за тебя знаешь, сколько ущерба я понес? 4 месяца я жду свои деньги. Оскар, я же тебе обещал. Зачем тебе это? Обещал? Обещал что? Это тебе не цирк и не театр, чтобы своими сказками людям голову морочить. Я в порошок тебя сотру! Оскар, ты что, успокойся. Значит, ты Саид. Да. Ты что, охренел? Слушай, Саид. Или вернешь деньги, или покойник. Понял? Ты понял? Что вы себе позволяете? Так, что такое? Ты кто такой? Что надо? Что пришел? Иди отсюда. Стоять! Стоять, я сказал! Оружие Я убери. буду стрелять! Успокойся. Отпусти его! Оскар, стоп. Отпусти! Ствол Буду опусти. стрелять! Опусти Отпусти ствол. его! Убери ствол, я его отпущу. Спокойно. Слышишь? Спокойно. Опусти ствол, я его отпущу. Отпусти! Вот, 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 вот. Ствол опусти. Ни вам, ни нам от этого хорошо не будет. Опускай. Ни вам, ни нам проблемы не нужны. Опускай. Вот мы здесь стоим, никуда не денемся. Все? Оскар, я тебе обещал. Я тебе обещал вернуть, так? Да ты что, Саид? Сейчас я буду, сейчас. Послушай. Да, я тебе обещал, но ты скажи, пожалуйста. Ты хоть раз у меня в руках деньги, да? Это мои деньги! Да, но ты не мне давал. Ты давал другим, чтобы зарабатывать, а я тебе возвращаю то, что не брал. Саид, да ты с ума сошел. Что ты говоришь? Сейчас, Седло. Ты понимаешь? Я хоть разу к тебе домой пошел, долг попросил? Нет, так? И ты это знаешь. В течение месяца тебе верну. Это всего лишь деньги. Что ты Хорошо? говоришь, Саид? Я тебе месяц срок даю! Месяц! Один месяц! Месяц! Все, парни, идите. 1 месяц! Все. Это что было, Саид? Ты с ума сошел? Ты же не брал этих денег. Мы наймем лучших адвокатов. Да, наймем лучше адвокатов, и они докажут мою невиновность. Да. Легко докажут. Точно. Но это не вернет этим людям деньги. Эти люди в своих мыслях меня считают участниками с ним. Флеминга не достигаем. Они же деньги передавали в мой офис. Послушай, это Флеминг их всех обманул. Но почему ты должен расплачиваться за него, а? Послушай, это огромная сумма. Даже если ты продашь все свое имущество, ты все равно не наберешь таких денег. Я это понимаю. Я это понимаю точно так же, как понимаю, что существует человеческая ценность, которую никакими деньгами потом не купишь. Мне нужно было делать выбор. Возвращать долги за другого или нет. Ведь я их не брал. Ни копейку. Я имею право отказаться от них. Ну что потом? Что дальше? Что важнее, деньги или мои человеческие ценности? Как я буду потом с этим жить? Деньги зарабатывать я могу. Это всего лишь деньги. Если не помогу вернуть этим людям деньги, я себя не могу простить.
я перестану себя уважать. А свое имя отметить тем более не могу. The space of a human being is first and foremost psychological. Then and only then is it economic and social. Пространство человеческой личности – это психология, лишь потом экономика и социальность. When it comes to management and business relationships, Когда это касается менеджмента, бизнес-отношений, it is impossible to ignore the psychodynamic factors. это невозможно игнорировать психодинамические факторы. Я бы хотел подписаться в вашу компанию. Mr. Said Murad would like to join your company Еще хотел бы пройти вашу обучающую программу. to take your training course, Меня ваша обучающая программа очень заинтересовала. and he's very interested in your investment program. Well, you certainly have good taste. I think we can take care of that today. Он говорит о том, что у вас хороший вкус, и мы можем поговорить об этом сегодня. Я как раз за это прилетел, чтобы в будущем пригласить вас в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, чтобы вместе работать. That's why he came here today, and he would like to invite you in the future to Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and Tajikistan. Work together. What do you think about? I think we can do that. Неплохая идея. Мы можем обсудить это. Thank you. Спасибо. If you want to be successful in earning money, Если вы хотите быть успешными и зарабатывать деньги, then you need to reprogram your thoughts to those of a millionaire. то вам нужно менять мышление на мышление миллионера. Invest in a business. Инвестируйте в бизнес. Invest in a partnership. Инвестируйте в партнерские отношения. Invest together with people who have ability and skills. Инвестируйте вместе с людьми, у которых есть навыки и возможности. Invest together with people who will give a personal guarantee. Инвестируйте вместе с людьми, которые дают персональную гарантию. Invest with me. Инвестируйте с ним. I'm a millionaire. Я миллионер. Invest with me and make money. Инвестируйте с ним и зарабатывайте деньги. We have projects, У нас есть проекты. hotel, Отели, real estate and construction, строительство недвижимости, nightclubs, ночные клубы, restaurants, рестораны and more. и тому подобное. All of these are in Ukraine now, Все это сейчас в Украине. and they'll be coming to Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Russia in the near future. И в ближайшем будущем это будет в Казахстане, в Кыргызстане и в России. Who wants to be my partner? Кто хочет быть его партнером? Who wants to be a millionaire? Все четко и очень грамотно. Впрочем, другого я от вас и не ожидал. Здесь 5000. Я сразу заметил, вы настоящий профессионал. Итак, хорошая работа должна хорошо оплачиваться. Тут вы правы. Так лучше. В отличие от всех остальных, у вас появился реальный шанс заработать большие деньги. Вопрос в том, готовы ли вы его использовать. Вы все меня хорошо знаете. Эти люди потеряли деньги. Я намереваюсь исправить ситуацию. Я хотел брать кредиты, чтобы со всеми рассчитаться с этими людьми сразу. Но мне его не дают без залога.
а в залог оставит. У меня уже ничего не осталось. Все то, что можно было продать и отдать, я уже продал и отдал. Какой-то замкнутый круг получается. Я сегодня собрал вас, чтобы попросить еще раз довериться мне. Если сможете, завтра полдень у меня встреча с представителями банка. Мне надо хоть что-нибудь ему предложить в залог. Если вы все еще мне доверяете, помогите, пожалуйста. В любом случае, я благодарен вам. Если сможете и решитесь, завтра утром буду ждать вас. Спасибо. Здравствуйте, Саймурат Раджапович. Здравствуй. Я вот вчера всю ночь думал. И приняли решение. Вот возьмите. А что это? Это документы от нашей квартиры. Возьмите, пожалуйста. Талгат, я никогда не забуду. Спасибо, дорогой. Не говорите так. Вы мне смысл жизни изменили. Спасибо, дорогой. ман он рӯзро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. бисёре аз нафароне ки бароям ҳуҷҷатҳояшонро меоварданд, охирин дороии хечро бароям мебахшиданд. қазоқҳо, русҳо, узбекҳо, қирғизҳо, украиниҳо. онҳо ҳама хоҳару бародари ман шуда буданд. маро дар лаҳзаҳои душвори зиндагӣ танҳо нагузоштанд. ба назар мерасид ки камтари дигар мондааст. каме талош ва мо ба муваффақият мерасем. аммо афсӯс, К сожалению, наш банк не может вам выдать кредит. Может быть, какие-то варианты? Нет никаких вариантов. Ладно, извините. Саидмурод Раджапович, Да. кредитный комитет вынес свое решение. Отказ. Мне очень жаль. Почему? К сожалению, ваши доходы не соответствуют нашим требованиям. Попробуйте другие банки. Пожалуйста. Что случилось?
Не понимаю, почему они отказывают? Они же имеют право на это. И что же мы теперь будем делать? Будем работать. Нам нельзя отчаиваться. Нам нужен доход. Составим план на год и более. Хотя же следи за графиком по тренингам. Может быть, и даже к лучшему это. Время покажет. Спасибо. Дорогие слушатели, сегодня кризис на рынке. Кризис на китайском языке пишется двумя иероглифами. Один означает, что это опасность, второй означает благополучная возможность. Это означает, что кризис очищает рынок от дилетантов. Их доля приходит профессионалам. Ведь потребность же не исчезает, просто люди начинают покупать более дешевле продукты и услуги. Не верьте ему! Не слушайте его! Он мне должен уйму денег! Сейдмурод Давлатов, не убегай, пожалуйста. Вот повестка в суд, приди. Друзья, видите, как тяжело быть в долгу кому-то. Унижают вас, как хотят. А вы, Анатолий, молодец. Если у вас была цель, чтобы сказать другим, чтобы я вам в долгу, цель достигнута, теперь можете уйти. Но если вы думаете, что кто-то из них возвращает вам долги за меня, это вряд ли. Кто-нибудь из вас хочет вернуть ему деньги за меня? Видите? А я вам в присутствии всех этих людей обещаю, что непременно возвращаю вам долг. Хотя вы в курсе, что я лично у вас ни копейки с рук не брал. Но тем не менее не отказываюсь от обязательства, раз так сложилось. А вам нужно набрать терпение просто. А теперь дайте мне работать и продолжать свое занятие. Мы вам все равно вернем. Мы говорили с вами о кризисе. Алло? С кем я говорю? Это Сейдмурод Давлатов? Да это я. Как тебе не стыдно? Кто вы? Не притворяйся, мошенник. Ты прекрасно понимаешь, я таких, как ты, насквозь вижу. Женщина, я вас не понимаю. Ты не понимаешь меня? Мой бедный сынок столько лет трудился, зарабатывая деньги, а ты его обокрал. Аферист, ты хоть понимаешь, что значит зарабатывать деньги своим трудом? Ты наживаешься на чужом горе. Я обещал, значит, я заплачу.
خوراکتون خنک شد. کمی نصیبه کنید. اینقدر خودتون رو عذاب ندهید. با این احوال مسئله خود به خود حل نمی شود. اقلا Да. Где он, говорю? Кто вы такой? Где он? Кто? Где он? Кто? Где он? Что вы хотите? Что вы тут делаете? Вас разыскиваю, гражданин Давлатов. Инкист, чими خواهد? زبو وای خونه گذار. این کی آخر؟ چی میخواهد؟ وای خونه گذار گفتم گذار. Почему трубку не поднимаем? Я тут день и ночь работаю, чтобы решать проблему. А мне кажется, что вы просто пытаетесь сбежать от проблем и от меня. Что вы себе позволяете? Я тут звоню, чтобы вас пригласить на очередную беседу, а вы не поднимаете трубку. Тут люди беспокоятся, переживают. Как бы раньше времени вы нас не покинули. Во вторник, к 9 часам. Буду. И без опоздания. И отвечайте на мои звонки. Это в ваших интересах. Иди сюда. В угол, быстро! Раздевайся. Раздевайся. Оглох. Накунет, пожалуйста. Не делайте, пожалуйста. Ты не в родном Черкестане. Не в гостях у мамы. Встань! Вставай! Вставай, я сказал! Раздевайся. Брюки снимай. Снимай! Руки! Руки подними! Руки! Здесь пахнет деньгами.
Говоришь, денег нету? Так вот, гражданин Довлатов, согласно подписанному тобой протоколу, ты попал к нам без денег, значит, уйдешь отсюда тоже без денег. Понял? Одевайся и пошел вон отсюда. Опа. Нет. Так. Не пойдет. Ты же пришел сюда без денег и не смог оплатить штраф. И поэтому побудешь пару недель в спецприемнике. Подумаешь, как обманывать представителей законной власти. Понял? А? Алло, да, Оскар. Да, я же обещал. Ну, не все происходит так, как мы хотим. Ну, я обещал, ну, сделаем мы. Хорошо, хорошо. Лена, да. Ну, мы же утром вам объяснили целый час. От того, что вы каждый час звоните, деньги же не появятся так. Ну, вы даже не дадите работать. Дайте хоть что-то делать, чтобы вам вернуть эти деньги. Я понимаю, да, да. Алло. Да, я же сказал, что мы сейчас уже собираемся потихонечку, по чуть-чуть, очень скоро. Я не знаю, это когда, но в ближайшее время. Скоро начнем уже потихонечку погасить. Всем закроем скоро. Да, постепенно будем, все равно. Я вам обещал, что все равно мы закроем. Я уже звоню тебе в 100-й раз. Когда ты, наконец, отдашь мои деньги? Сынок, верни деньги моих детей. У тебя совесть есть? Ты хоть знаешь, как нам Почему тяжело ты нас достались обманывал? эти деньги? Сайдмурод, Знаешь, верни как нам тяжело наши деньги. достались нам эти деньги? Сколько еще ждать? Где мои деньги? Верните нам наши деньги. Я уже звоню тебе в 100-й раз. Поверите вам. Когда ты, наконец, Вы отдашь грязный мои воришка. деньги? Вы же обещали нам вернуть наши деньги. Верни нам наши деньги. Просто возмутительно. Я заставлю вернуть вам мои деньги. Как только таких земля У тебя носит. совесть есть? Почему ты нас обманывал? Сайдмурод, верни мои деньги. Кем ты создан был и под какой звездой? Незамеченной или благословенной миром? Нет здесь ничьей вины, сомнений тоже нет. С рождения каждый воин и победителем достоин быть благословенным родительским добром, и взгляд осветил твой путь. Отныне в твоем сердце есть вера и любовь,
поверить вновь. Вслед за тобой, хранитель, ангел твой, за твоей спиной. Если примешь бой, даренной судьбой, вера даст силы идти вслед за мечтой. Поднимаясь вверх или по лезвию ножа, как не оступиться, слушай биение сердца. На пути препятствий подними глаза. Если увидишь свет, значит победа уже близка. Вслед за тобой, хранитель, ангел твой, за твоей спиной. Если примешь бой, даренной судьбой, вера даст силы идти вслед за мечтой. Вслед за тобой, хранитель, ангел твой, за твоей спиной.